с 1 октября 2019 года с учетом принятого решения об индексации денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%. Начиная от повышения доходов бюджетникам и заканчивая запретом курить на балконе. Какие законы вступят в силу уже завтра, расскажет наш корреспондент. Они вначале бодрят, а затем и тормозят в работу нервной системы. Значит, осложнениями, к которым могут они привозить, это депрессия, бессонница. Энергетики с говорящим названием «Вред или польза». Врачи и богословы дают свою оценку излюбленным напиткам молодежи. Чтобы оценить уровень нависшей проблемы, далеко идти не нужно. Вот, послушайте. Там воды по колено. Подвалы жилых домов столицы утопают в канализации и мусоре. Жители Магаса жалуются на антисанитарийные условия проживания. Водитель автомобиля ВАЗ-219120, не соблюдая очередность проезда, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074. Нарушение ценою в жизнь. Ситуация на дорогах региона в цифрах. Сотрудники ГИБДД в очередной раз призвали водителей к осторожности и соблюдению правил. Находил какую-то интересную свою запись и начинал продолжать работать с ней. И создавал произведение. 90-летию со дня рождения ингушского классика посвящается. В Национальной библиотеке Ингушетии прошел вечер памяти Магомед Саида Плиева. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустили на воду. Экипаж судна из 52 человек вышел из Новороссийска и приступил к проведению заводских ходовых испытаний на Черном море. Экипаж проверит ходовые качества корабля, а также надежность энергетических установок, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения. Напомню, что малый ракетный корабль, разработанный Зеленодольским проектно-конструкторским бюро в Татарстане, был спущен на воду в июне этого года. Этот многоцелевой корабль класса «Река-море» 8-й из серии малоракетных кораблей проекта 21631. Он оснащен высокоточными крылатыми ракетами «Калибр НК» и «Оникс» и новейшим противодиверсионным зенитным и радиотехническим вооружением. Водоизмещение судна составляет около 949 тонн при длине 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость 25 узлов, дальность плавания 2500 миль. В кинотеатр только с паспортом. Хостелы в жилых квартирах окажутся вне закона. На балконах будет запрещено разводить открытый огонь, в том числе и курение табака. Наступающий октябрь обрадует бюджетников и военных пенсионеров. Их доходы государство проиндексирует. С завтрашнего дня в силу вступает ряд важных законов. О них подробно расскажет Амина Бокова. С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов, юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи. У работников учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке, трудящихся в МЧС, гидробиологов, метеорологов, работников ветеринарной службы, лесников и многих других, зарплаты будут повышены на 3,8%. Окончательное решение о размерах зарплат принимается на региональном уровне главами субъектов. Увеличит оклады и сотрудникам МИДа и госслужащим. Увеличение окладов в октябре ожидает военнослужащих и сотрудников силовых органов, МВД, ФСИН, Росгвардии, таможни, противопожарной службы и других ведомств. Государство будет и впредь укреплять социальные гарантии военнослужащих. Так, с 1 октября 2019 года с учетом принятого решения об индексации денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%. А военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%.
А вот получить кредит в банке теперь станет сложнее. Если сумма займа составляет от 10 тысяч рублей и более, банки обязаны учитывать показатель долговой нагрузки заемщика при рассмотрении его заявки. Долговая нагрузка должна учитываться и в других ситуациях. Например, если банк решает увеличить лимит по кредитной карте своего действующего клиента. На практике новые требования могут означать, что для наиболее закредитованных россиян новые кредиты могут стать недоступными. Максимум, на что сможет претендовать человек, уже перегруженный кредитами, микрозайм до 10 тысяч рублей. С этого года Центральный банк вводит показатель предельной долговой нагрузки. Он издал инструкцию, в соответствии с которой банки должны будут учитывать ежемесячные платежи по кредиту или займу. И эти ежемесячные платежи не должны быть более чем в 2 раза по отношению к семейному доходу. То есть, если вы получаете в семье 100 тысяч рублей в месяц, то, соответственно, платежи по кредиту, займу не должны превышать 50% от этой суммы, 50 тысяч рублей. Они могут превышать, но по таким кредитам Центральный банк будет требовать формирования повышенных резервов. Зато отстаивать свои законы и права теперь станет проще. Уже с 1 октября откроются окружные суды, апелляционные и кассационные. Они нужны, чтобы оспорить решения нижестоящих инстанций и при этом избежать предвзятости и давления, которое может быть оказано на судей. Для этого обращения будут принимать в других регионах и рассматривать не одним судьей, а полным составом судей. Новое, что в этой судебной реформе, это введение принципа сплошной кассации. Если раньше кассация была выборочной, то теперь этот принцип сплошной кассации предполагает рассмотрение всех жалоб непосредственно с участием граждан. Мы полагаем, что защита законных интересов граждан и юридических лиц посредством введения этих новых судов значительно повысится. С 1 октября, согласно поправкам в Трудовом кодексе, сотрудники смогут подавать заявления на отпуск и увольнение в электронном виде. Наниматель обязан принять такие заявления. Со следующего месяца меняются и правила оформления дорожно-транспортного происшествия по Европротоколу. Чтобы зафиксировать ДТП, обязательно потребуется система ГЛОНАСС или специальное мобильное приложение. Разногласия участников ДТП более не препятствуют оформлению Европротокола. С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. В документе нет определения открытого огня, но, по всей видимости, к нему можно отнести зажженную спичку или зажигалку. В МЧС подтвердили, что запрет таким образом касается и курения на балконе. Правило распространяется также на комнаты в общежитиях и гостиничные номера. Штраф за нарушение составит до 3000 рублей. А если оно привело к пожару, до 5000 рублей. В случае серьезных последствий возгорания нарушителю может грозить уголовная ответственность. Основная цель поправок в постановлении правительства Российской Федерации преследует цель формирования культуры безопасности и культуры потребления табака. С 1 октября повышается ставка НДС при реализации пальмового масла 20% вместо 10%, а налог на реализацию фруктов и ягод снизится на 10%. Эти изменения могут привести к росту цен на кондитерскую продукцию и снижению на плодово-ягодную. Еще одно налоговое изменение затронет россиян, которые путешествуют по стране на самолетах. Авиаперелеты внутри России в обход Москвы и Подмосковья станут дешевле. С 1 октября 2019 года вводится нулевая ставка налога НДС на авиабилеты при перелетах внутри страны, без пересадки в столице. Это одна из мер, с помощью которых государство стимулирует развитие внутреннего авиасообщения между провинциальными городами. С начала октября начинает работать и закон о хостелах. Гостиничные услуги больше нельзя предоставлять в жилых помещениях. Это не означает, что хостелы не смогут располагаться в многоквартирных домах. Такое возможно, но статус помещения должен быть переведен в нежилое. Речь не идет о частных каких-то постройках, о тех помещениях, которые
выведены в нежилые помещения, на первых этажах имеют отдельный вход. Это, пожалуйста, это как бы бизнес людей, они никому не мешают, у них есть отдельная возможность туда пропускать гостей. Но когда создаются хостелы внутри 16-этажного дома, допустим, и неизвестно, какие там персонажи постоянно пользуются всей инфраструктурой многоквартирного дома, а жители, естественно, против, их просто никто не спросил, никто не поставил в известность, никаким образом их мнение не учли, и мы считаем, что таким образом их права нарушаются. Поэтому такое решение было принято. С 1 октября будет введен новый закон, нацеленный на обеспечение безопасности в интернете. Вся почта, переписки, письма и вложения будут храниться на сервере организации, предоставляющей интернет-услуги гражданам в течение 30 дней. Ежегодно срок будет увеличиваться на 5%. Данное нововведение позволит сотрудникам спецслужб получать доступ к перепискам и письмам граждан в короткие сроки без препятствий. Амина Бокова, Новости 24. Ингушетия вошла в десятку самых здоровых регионов России. Об этом заявило Российское информационное агентство, проведя исследование, в каких регионах страны население ведет самый здоровый образ жизни. Ингушетия заняла 7-е место в рейтинге. В первую десятку также вошли все субъекты Северного Кавказа, а также Пензенская и Тамбовская области. В исследовании отмечается, что по части вовлечения в занятия спортом самые высокие показатели на Северном Кавказе. Также в регионах небольшая часть жителей трудятся во вредных и опасных условиях. А приносят ли вред здоровью энергетические напитки? Вопрос актуальный. Среди молодежи растет их популярность и уже есть зависимые. Многие начинают пить энергетики для резкого подъема сил, не задумываясь о последствиях. В отличие от желающих взбодриться, врачи настроены не так оптимистично. Из чего состоит волшебный напиток, как он воздействует на организм человека и что об употреблении энергетиков говорят богословы, выясняла Тамара Хашагульгова. Если верить рекламе, достаточно одной баночки чудо-напитка, чтобы человек снова почувствовал себя заново родившимся. Однако не все так просто. Вся беда в том, что сам напиток не может насытить человека бодростью и силой. Он действует за счет естественных запасов энергии организма. Получается, что мы берем в долг у себя же. При регулярном употреблении расплачиваться за это придется процентами в виде проблем со здоровьем. Они вначале бодрят, а затем и тормозят в работу нервной системы. Значит, осложнениями, к которым могут они приводить, это депрессия, бессонница, а также могут энергетические напитки приводить к развитию гастрита, язвенной болезни желудка, гепатитов и, конечно, различные проблемы с сердцем. Это может быть различные дистонии, которые приводят к осложнениям после их употребления. Кому-то энерготоники действительно помогают, а кто-то не видит смысла в их употреблении. Фатима Исмурзиева, студентка филфака. Аврал на учебе, постоянный недосып и усталость знакомы ей как никому другому. И все же для нее купить баночку этого напитка все равно, что выкинуть деньги на ветер. Многие думают, что если они употребляют энергетические напитки, то они придают тем самым какой-то поток энергии. На самом деле это не так. После этих напитков мы часто не высыпаемся, бывают проблемы с организацией сна. Энергетические напитки же сейбиришка, не то что сейбиришка, даже сейгаргушнаха, сейбулжбушнаха, с постоянной анеанд, адады дал эндали из мамилитян. Это горная вода, она полезная и оздоровительная. Под этикеткой, которая обещает заряд силы и бодрости, находится кофеин, таурин, аминокислота, вызывающая нервное возбуждение, сахар, вода, витамины группы В, а также углекислоты и красители. Состав на первый взгляд безобидный, но, как утверждают врачи, кофеин вызывает привыкание, а значит, следовать рекомендации производителя и выпивать только по одной банке в день вряд ли получится. Со временем человек не сможет жить без стимуляторов, но врачи успокаивают. Альтернатива у всего этого есть. Заменяющие энергетические напитки – это, конечно, свежевыжатые соки, натуральные соки. Соки нужно употреблять в течение, свежевыжатые в течение 15-20 минут, потому что в течение этого времени сохраняются минералы, микроэлементы, которые не распадаются в этом соке.
Мгновенно взбодриться на несколько часов довольно заманчиво, а главное, очень удобно. У многих рука так и тянется к мнимому источнику энергии. Но прочитав состав, должно хватить силы воли отказаться от энергетиков раз и навсегда. Я пробовала энергетик всего один раз, чтобы понять, что мне это не нравится. У него вообще нет вкуса, поэтому я не знаю, как это вообще можно пить. Насколько я знаю, во многих странах они запрещены в свободной продаже. Их можно достать только через аптеку или их нельзя достать. Например, у нас в России они свободно продаются. Отрицательно относятся к волшебным эликсирам энергии и религиозные деятели. Все, что вредит здоровью человека, в исламе строгое табу. Пророк Мухаммад сказал: «Ля дарара ва ля дарар». Человек не должен проносить вред ни себе, ни другим. Аллах Всевышний в Коране говорит: «Ва ля тулку би айдикум иля тахлука». Не кидайте себя своими руками, то есть сами себя не кидайте себя на погибель. Не губите себя, не портите свое здоровье. Всевышний Аллах в судный день спросит нас, в том числе и за наше здоровье, которое как мы его использовали. То есть каждый человек в судный день будет отвечать перед Всевышним Аллахом, на что он потратил свое здоровье. Если он будет тратить или портить свое здоровье посредством подобных напитков и впустую тратить деньги, кроме того, что он портит свое здоровье, он еще впустую тратит деньги. То есть это с точки зрения ислама называется исрафом, расточительством. Каждый сам волен выбирать, взбодриться с помощью энергетиков или же все-таки избегать перенагрузок на работе и учебе, пополнять запасы энергии естественным путем, благодаря правильному распорядку дня, свежим сокам и овощам или же физическим упражнениям. Тамара Хшагульгова, Рахман Цуров, Новости 24. Качество подготовки абитуриентов вузов по результатам ЕГЭ значительно выросло. К такому выводу пришли в Рособорнадзоре, подводя итоги приемной кампании в вузы. Выпускники стали чаще выбирать для поступления такие социально значимые специальности. В этом году уменьшилась доля выпускников, не получивших аттестат и не преодолевших минимальные пороги по отдельным предметам ЕГЭ по выбору. В целом результаты экзаменов стабильны и сопоставимы с прошлогодними. При этом увеличилось число высокобальных работ. Наиболее востребованными учебными предметами по выбору среди выпускников стали обществознание, физика, биология, история, информатика и химия. Также в Рособорнадзоре напомнили, что не позднее 1 октября вузы должны опубликовать правила приема на 2020 год. Жители Магаса жалуются на антисанитарийные условия проживания. Дело в том, что подвалы некоторых жилых домов в столице больше напоминают болото, чем цокольные этажи. По тем или иным причинам они зачастую затапливаются, тем самым разрушая фундамент строений. Ситуацию осложняет мусор, выбрасываемый жителями этих же домов прямо в канализацию. Кто ответственен за этот беспредел, выяснял наш корреспондент Михаил Тангиев. Крик души и никак иначе. Это видеообращение записали жильцы многоквартирного дома номер 6 по улице Горчханова в Магасе. Вот уже который год они в буквальном смысле утопают в своей проблеме, и никто им в этом вопросе помочь не может. Жители вообще боятся, что дом в скором времени может рухнуть. Чтобы оценить уровень нависшей проблемы, далеко идти не нужно. Вот, послушайте. Там воды по колено. Жители утверждают, что из-за постоянного наводнения на лестничных клетках и особенно первых этажах распространяется зловонный запах, грибок и плесень. А летом плюс ко всему добавляется еще одна напасть – полчища комаров и других насекомых, которые атакуют буквально на каждом шагу. Яха Бекова живет здесь всего 2 года, но уже в полной мере ощутила на себе это сомнительное соседство. Этот многоквартирный дом был построен еще в середине нулевых, и по словам жителей, за последние 15 лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт, а все косметические и обязательные текущие работы они стараются делать сами, но сил и средств, чтобы самостоятельно решить наболевшую проблему, у них нет. Мы обращаемся в администрацию, они, правда, дают задание водоканалу, водоканал откачивает, но все равно через некоторое время опять подвалы бывают. Вспоминаются последствия, а сама проблема никак не решается. Да, не решается. Так вот, чтобы вот раз
и навсегда вот этот вопрос у нас не закрывается. Ранее на все обращения жителей с просьбой устранить поломку коммунальщики лишь откачивали отходы. Результата хватало примерно дней на 10, а потом все возвращается на круги своя. А с недавнего времени все заботы по дому перешли на заказчика и управляющую компанию. Как оказалось, с последней и вовсе не был заключен договор. Да и к мусору в этом самом подвале у представителей ЖКХ тоже немало вопросов. Здесь тоже вина жителей города Мулгас. Почему? Потому что мы постоянно следим, стараемся делать замечания, выслушивать, все равно оставлять, выпускать детей, маленьких детей с сумками, им же тяжело, они иногда не доносят до мусорного бака. Сегодня, если честно сказать, созданы все условия для того, чтобы нормально сорганизована работа, для того, чтобы полный порядок был в городе. Но люди, к сожалению, большому моему сожалению, не слушают нас или не хотят слушать, я не знаю. В общем, как это обычно и бывает, все упирается в вопросы юридического характера. Но искать виноватых просто нет времени, говорят жильцы. Нужно срочно решать этот многолетний вопрос, иначе последствия могут оказаться куда плачевнее. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. С началом следующего месяца сайт госуслуг расширит свои возможности. Уже в октябре появятся новые разделы, такие как подача заявления в ЗАГС и получение разрешения на установку рекламных щитов, что позволит людям из разных регионов страны существенно сэкономить свое время и решить важные проблемы без очередей. Процедура признания человека инвалидом теперь тоже будет осуществляться через портал госуслуг. С октября любой гражданин сможет подать заявление на проведение медико-социальной экспертизы через портал. Также на сайте граждане смогут получить копии акта, протокола проведения экспертизы и обжаловать решение бюро. Десятки унесенных жизней и сотни покалеченных судеб. Цена элементарного несоблюдения правил дорожного движения слишком высока. Страшными кадрами с мест аварий, к сожалению, регулярно пополняются соцсети. Превышение скорости, выезд на встречную полосу по-прежнему остаются частыми нарушениями ингушских водителей. Хроника ДТП и цифры статистики за прошедшую неделю в сюжете Идриса Ижиева. Только за прошлую неделю сотрудниками госавтоинспекции было зафиксировано 3 ДТП. Самое крупное произошло на автодороге Малгобек-Нижний Курб. 23 сентября текущего года около 2 часов дня на 30-м километре автодороги Назрань-Малгобек-Нижний Курб водитель автомобиля ВАЗ-219120, не соблюдая очередность проезда, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074. В результате ДТП 2 водителя доставлены в РКБ города Назрань. В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия случаются из-за склонности к лихачеству. Автолюбители давят на газ и, не сбавляя скорости, пересекают даже самые опасные отрезки дороги. К примеру, 6 дней назад в городе Назрань по улице Студенческая водитель «Лады Ларгус» врезался в ограждение, в результате чего машина съехала в кювет. В результате данного наезда пассажиры и водитель данной автомашины были вынуждены обратиться за медицинской помощью. 25 сентября текущего года в городе Назрань по улице Коммунальная водитель ВАЗ-2107, не вписавшись в поворот, совершил наезд на препятствие. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир был показан для осмотра в ДРКБ города Назрань. Молодые люди за рулем игнорируют правила дорожного движения. Эта невнимательность вызвана либо неопытностью, либо безответственностью перед другими участниками дорожного движения. В результате этих аварий кто больше чаще всего виноват? Из-за чего они происходят? Наверное, из-за скорости, из-за нарушений правил. По этому поводу я могу сказать, чтобы потише ездили, чтобы были бдительнее. Все, чтобы были все живы и здоровы. Валлахи, да, сохлелвый, мулил, лорлот, да, хат важно, на встречную хат вели, отовал висен, того. Вейдерги, лорлери, бадрхи, соном водачи, любой сега вейдер, хамхалчи, валлахи, да, не одну хусуна, вахи вали мостигёж, мекигнах, дики бы, эзди бы, хозы бы, шортлилери, бадрхи, хаса бахи. И правил нарушать. Азу ду сайол шхан, цару ду
правильно нарушать аварии хугиацами. Также сотрудниками ГИБДД было проведено профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений правил перевозки детей в салоне транспортного средства. По закону ребенок, не достигший 12 лет, должен ехать в специальном удерживающем устройстве. Автокресло должно соответствовать физиологическим характеристикам ребенка. За несоблюдение требований к наличию и правильной эксплуатации детского удерживающего устройства в автомобиле водители привлекают к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание за данное нарушение – административное взыскание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Рейды, профилактические мероприятия и впредь будут проводиться сотрудниками ГИБДД на регулярной основе. Правоохранительные органы призывают жителей быть осторожными и, самое главное, ответственными на дорогах. Ведь одна ошибка может привести к неисправимым последствиям. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Постановление Пенсионного фонда страны об утверждении новой формы обязательного пенсионного страхования. Теперь вместо зеленой карточки с номером индивидуального лицевого счета работнику нужно предъявить электронное уведомление из Пенсионного фонда. В документе указываются те же данные, что и в СНИЛСе. Получить его можно в МФЦ, в отделениях Пенсионного фонда, а также через личный кабинет на сайте ведомства или на портале госуслуг. Выданные до апреля месяца этого года бумажные страховые свидетельства остаются в силе. Физическое развитие, профессиональная подготовка плюс укрепление мышц. Около сотни ребят занимаются спортивной и художественной гимнастикой на базе 4-й школы селения Троицкое. Новый специализированный зал гимнастики открылся в образовательном учреждении сравнительно недавно, но уже есть определенные успехи. Секцию посетил наш корреспондент Харун Аздоев. Ребенок, занимающийся любым видом спорта, выделяется хорошей физической формой. Спортивная гимнастика не исключение. Здесь прорабатываются все группы мышц, улучшается координация движений, пластичность и выносливость. А королевская осанка – отличительная черта любого гимнаста. Физическая активность человека – это гарантия здорового образа жизни, работоспособности и долголетия. Среди всего многообразия подвижных видов спорта большой популярностью пользуется спортивная гимнастика. Она развивает выносливость и формирует крепкий иммунитет. Занятия в подобных секциях поднимают уверенность юных гимнастов и отлично развивают самооценку. Основное испытание для Сулеймана Хашиева был страх, поборов который он овладел навыками выполнения элементов почти на всех снарядах в этом гимнастическом зале. Я умею на турнике и на брусьях, и на коне делать упражнения. А вон те на шведской стенке поднимание ног я легко делаю, а это... перекрутиться руками внизу и ноги поднимать наверх, но мне это чуть-чуть сложно бывает иногда. Когда я пошел на соревнования первый раз, я выиграл. И мои родители меня сказали, что я молодец, купили мне квадроцикл. Некоторых родителей пугают травмы, которые иногда преследуют детей, занимающихся спортом. Касательно гимнастики, такая опасность исключена, так как сначала ребенок длительное время оттачивает простые упражнения, прежде чем начинает готовиться к выполнению более сложных элементов. Квалифицированные тренеры строят занятия таким образом, чтобы ребенок первоначально получил общее физическое развитие и лишь потом переходят к отработке конкретных спортивных элементов. Эти навыки крайне важны для всестороннего развития и, несомненно, пригодятся в дальнейшей жизни. Неважно, кем он собирается стать в жизни, но это будет фундамент, из которого можно потом будет складывать любое вообще направление. Будь то пойдет он в другой вид спорта, если взять, к примеру, плавание, теннис, шашки, шахматы, это все узконаправленные специальности. Гимнастика – это как основа для всего этого. И когда мы эту основу построим с ними, можно будет идти в любой вид спорта. И как мое личное такое мнение сложилось за все время, из любого гимнаста может стать хороший спортсмен в любом виде спорта. Начинать заниматься можно с самого раннего возраста. Для ребят постарше предусмотрена программа, включающая больше акробатических элементов. Тренер учит ребят делать над собой усилия, поощряет их старания и не дает лениться во время тренировок. Помимо очевидной пользы, спортивная гимнастика учит детей быть целеустремленными и формирует характер. Большое разнообразие заданий и смена снарядов во время тренировки превращают занятия в спортивный квест. Ребенок заинтересован в тренировке, поэтому не чувствует усталости и с нетерпением ждет новых заданий от тренера. Наш тренер нам покажет сальто, уголки, всякие крутые вещи. И этому мы должны научиться скоро, если будем стараться, а не сидеть на одном месте.
Неоднократно отмечалось, что уже в первый год занятий в подобной секции приносит положительный результат. Дети не только совершенствуют свою моторику и физические навыки, но и учатся концентрироваться на заданиях тренера и работать в команде. В сельском поселении Троицка замечательная школа гимнастики, открывающая двери в мир большого спорта для многих мальчишек. Харун Аздоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Зелимхан Бакаев и Магомед Аздоев включены в сборную страны в матчах с Шотландией и Кипром на чемпионате Европы 2020. Подготовительный сбор начнется 6 октября в Новогорске. В состав команды вошло 25 игроков, где 2 наших земляка займут позицию полузащитников. Отмечу, что матч с Шотландией состоится 10 октября в Москве, а игра с Кипром пройдет уже 13 числа в Никосии. На сегодняшний день наша страна после 6 туров занимает 2-е место в первой группе, набрав 15 очков. Киприоты находятся на 5-й, а шотландцы 4-й. Автор более 20 книг, в которые вошли романы, рассказы, стихотворения. Его произведения стали классикой ингушской литературы. В Национальной библиотеке Ингушетии в Сунже прошел вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения народного писателя Магомед Саидаплиева. Мероприятие собрало всех почитателей и ценителей таланта ингушского писателя. Жаредат Халухоева была в их числе. С чувством, с толком, с расстановкой отрывки произведения одного из самых известных поэтов республики звучат из уст читателей и коллег по перу Магомед Саидаплиева, писатель новой волны ингушской литературы. Не только его поэзия, но и вся его жизнь была наполнена мудростью, опытом и полезными советами. Нис уретерса да. Так сункамел дявян здарял чал аз ойфлер адер ялер аз хом цукенка нис урметри. Эй тома ялер сук. Хохарция. Тахан сухалсера тчкон ши халгат вези ход датсуна. Аздарсун хехар. Магомед Саидаплиев родился 5 августа 1929 года в селе Плиево. Писатель из плеяда будущей творческой интеллигенции народа, испытавшей на себе все тяготы выселения. Ему было 15 лет, когда его с семьей высылали в Среднюю Азию. Там он лишился отца. Началась жизнь, полная забот о матери и других переселенцах. Был добрым и отзывчивым человеком. За свою жизнь ни разу не отказал кому-то в помощи. Этому учил и в своих произведениях. Его поэзия зарождалась тайне ото всех, вспоминает сын писателя Иса Аплиев. Он знакомил с ней сначала семью, а затем и всех своих читателей. У него бывали задумки, он записывал несколько строчек, потом он мог ночью продолжение, как бы завершение произведения вспомнить, сесть в 4 часа утра, в 3 часа ночи, сесть, записать, и утром нам читал, за завтраком читал. Вот я за ночь написал такое вот стихотворение, или вот я отрывок к роману, вот часть романа я закончил, вот послушайте. Таким образом работал. У него были записи еще с Казахстана в блокнотах, там несколько строчек. И он часто бывало, что вот берет, перелистывает эти старые блокноты и находил какую-то интересную свою запись и начинал продолжать работать с ней и создавал произведения. Магомед Саидаплиев работал прицепщиком, трактористом и заправщиком. Его первые стихи были напечатаны в газете «Сердалой» и альманахе «Утрогор» в 1958 году. А в 1979 писатель окончил Чечено-Ингушский университет. Магомед Саидаплиев много лет работал диктором, затем редактором Чечено-Ингушского радио. Возглавлял Союз писателей Ингушетии, параллельно занимаясь писательской деятельностью. Тогда ведь многонациональные были коллективы, армян, евреи, русские, кого только не было. Все с теплом относились к нему. И сейчас вот прошло столько лет, его уже в живых нет. Откуда бы ни позвонили, кто бы ни написал письмо, всегда спрашивают: а Магомед Саидаплиев? И очень большое огорчение бывает, когда говоришь, что его нет, он ушел из жизни. Вот такое у меня теплое на всю жизнь осталось о нем воспоминание.
«Трудный перевал», «Клятва сыновей», «Чистота души», сборник стихов «Таргим». Магомед Саидплиев – автор более 20 книг, которые доступны широкой читательской аудитории и пользуются большим успехом в республике. Участникам творческого вечера представили часть работ писателя. Большие прозаические произведения, которые можно назвать эпопеями, так и поэтические сборники, и книги для детей. В его произведениях звучат патриотизм, любовь к свободе, вера в величие и вечность народа, но главной работой всей его жизни, отражающие беды и горести, постигшие в ссылке, стал роман в стихах «Баланди». Явление в художественной литературе не только Северного Кавказа, но и России. Книга стала энциклопедией жизни народа. Я помню, как мне рассказывали, что он очень долго его писал, собирал материалы и также очень тяжело его публиковал. И вот этот труд, за который я должен гордиться своим дедом, это первый роман в стихах, написанный на ингушском языке среди народов Северного Кавказа. Произведения Плиева переведены на многие языки народов России и стран СНГ, были опубликованы на страницах журнала «Дон» и еженедельника «Литературная Россия». По мотивам его 2 пьес ставились театрализованные постановки, а стихи легли в основы известных ингушских песен. Среди них стоят башни в Таргиме в исполнении солистов творческого объединения «Луам», которое не оставляет равнодушным слушателя, какой бы национальности он ни был. За свою жизнь Магомед Саидплиев приобрел множество наград, среди которых и ленинская юбилейная медаль за доблестный труд. Он оставил свой след в истории ингушского народа как великий писатель и общественник, сделавший все для своей родной республики. Умер Магомед Саидплиев 16 сентября 2014 года за своим рабочим столом. Жардат Хулхоева, Марбек Миржоев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.